Главное событие этой недели – беспрецедентные дипломатические успехи президента России Бориса Ельцина по урегулированию в Чечне. Несмотря на то, что столкновения между федеральными военнослужащими и чеченскими сепаратистами продолжаются, даже соперники президента Ельцина в предвыборной гонке не могут его упрекнуть в слабости и пораженчестве. Сейчас вы увидите, пожалуй, самый полный репортаж о том, как происходили эти переговоры в Кремле. Полные драматизма кадры, демонстрирующие, как президенту Ельцину удалось за 1,5 часа заставить лидера чеченских сепаратистов, буквально заставить, Зелимхана Яндарбиева подписать соглашение о прекращении боевых действий и обмене всех военнопленных. Слово нашему корреспонденту Андрею Черкасову. Они едут в Москву, сказал накануне российско-чеченской встречи президент Борис Ельцин. Еще несколько недель назад никто не мог предположить, что Кремль, всегда называющий правительство Чеченской Республики Ичкерия не иначе как бандитским, согласится сесть за один стол и подписать договоренность. В то же время, столь громко заявивший о своем желании поехать в Грозный, глава российского государства не мог отправиться к солдатам с пустыми руками. Соглашение о прекращении боевых действий за подписью премьер-министра и озвученное президентом подходило как нельзя лучше. Но опасность, что данный документ может превратиться в очередное соглашение об остановке войны, достаточно велика. Судьба таких соглашений, а заключались во время конфликта они не раз, печально известна. Тем не менее, встреча состоялась, хоть и с опозданием. Чеченская делегация во главе с исполняющим обязанности президента Ичкерии Зелимханом Яндарбиевым добиралась до ингушского аэропорта Слепцовск более 4 часов. Задержка была связана с желанием командующего федеральной группировкой Тихомирова изменить маршрут следования кортежа. Колонну несколько раз останавливали на блокпостах, но все прошло гладко. Улетая в Москву, преемник Дудаева особо подчеркнул, что желание поехать в столицу нельзя рассматривать как поражение. Проигравшей стороной он себя не считает. В портфеле Яндарбиева уже лежал проект договора, составленный российской стороной, который Кремль так хотел подписать. Но ничего, кроме улыбки, этот документ у главы дудаевцев не вызвал. Чеченская делегация подчеркивала важность предстоящего визита, ведь согласие Центра разговаривать, пусть неофициальное, однако признание противоборствующей стороны. О планах Ельцина побывать в Чечне было известно, правда, Яндарбиев все же рассчитывал, что с ним посоветуются. Некоторые члены делегации, к примеру, в прошлом министр культуры, а ныне один из полевых командиров Юго-Западного фронта Ахмед Закаев, был уверен, без согласия правительства Ичкерии подобный визит состояться не может. Это означает, что его приезд должен быть согласован с вашим правительством, правительством Республики Ичкерия? Безусловно. Безусловно. Самолет с делегацией вылетел ровно в 14:00. К 5 он сел в Москве. Яндарбиев опоздал на встречу с Ельцином на 2 часа. По протоколу во главе стола должен был сидеть президент. По правую руку российская делегация, по левую чеченская. Яндарбиев недоволен. Его первая реакция не предвещала ничего хорошего. Ну такого не бывает. Ну такого, если не бывает, то встреча не состоится. Я не шучу, что я сюда. Я приехал на встречу с президентом. А не на комиссию. Вы поняли? Ельцин вышел через несколько минут. Никаких рукопожатий. Он занимает отведенное по протоколу место. Яндарбиев желает также сесть во главу стола напротив, тем самым придавая встрече межгосударственный статус. Главу чеченской делегации останавливает сам президент. Переговоры могут сорваться в любую секунду. Вот давайте поговорим. Я приехал с вами решать этот вопрос. Я согласен с вами решать. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если даже вы не равны, мы должны это решить. Вот, Потому мы не что равны это с можно вами. решить этот вопрос. Садитесь. 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 Борис Николаевич, я таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте Садитесь. мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если тогда я вообще буду. Садитесь, Я пожалуйста. не сяду. Вы можете меня с этим договориться. То лучше бывать. Все. Я не терплю таких разговоров. Если это присуще для российского руководства, тогда это другой вопрос. Для меня это не присуще. Вы не пьете. Все. Обеспечьте нам, пожалуйста, с вашей гарантией выезда. Убедившись, что задуманный вариант не проходит, делегация оппозиции сразу же находит еще один повод показать свою значимость и легитимность. По их мнению, новая власть Чечни в лице Завгаева должна удалиться с переговоров. Москва, разумеется, против. Ельцин жестко намекает, пора начинать.
Есть документ, который нам надо подписать. Вот он будет подписан сегодня. Нет, если мы не договоримся, никакой документ не будет. Ну как? Ну как? Надо, чтобы прекратить кровь, поэтому Мы хотим этого. Я хватит, отвоевались. Отвоевались. Я хочу с вами поговорить. Отвоевались. Я думаю, что вы потом будете Отвоевались. выигрыши. Вновь пауза. Вокруг стола суета. Отойдя от протокола, российский президент садится посередине и приглашает Киндарбиева занять место напротив. Первые минуты встречи. Никто еще не посмел президенту России опоздать хотя бы на 5 минут. Ну, к сожалению, не по нашей Вот так. вине, но мы приносим А не 2 часа с половиной. Вы понимаете? Мы еще раз приносим свои извинения, но повторяем, это не по нашей вине. Ну, это я, если бы это поменять каких-то наших служб, то с этим я разберусь. Ельцин держался жестко, и тон беседы в Кремле задавал он. Стороны не стали обсуждать вопрос статуса республики. Главная цель – прекратить боевые действия. Мы будем решать это позднее. О статусе республики и так далее. Это будет решать комиссии. Поэтому нечего на это сосредотачивать внимание. Москва предложила проект соглашения о прекращении войны, об обмене насильно удерживаемых лиц, о разоружении оппозиционных формирований и о гарантиях амнистии. Ознакомившись с соглашением, Киндарбиев передает свой вариант, но позиция Москвы неизменна. Это я вот считаю. Мы никаких условий не принимаем. Мы не ставим. Мы никаких условий и других вопросов мы здесь на переговорах не рассматриваем. Только один – о прекращении военных действий. После получасового препирательства стороны не стали обсуждать договор, предложенный делегацией Киндарбиева. Из проекта российского соглашения убраны статьи о разоружении и поэтапном выводе войск. Данные вопросы, как и прошлым летом, прорабатываются двусторонними специальными комиссиями. Глава делегации оппозиции на протяжении всех переговоров просил Ельцина о личной встрече. Он делал это трижды, но всякий раз получал, если не прямой, то очевидный отказ. Кремль посчитал, что закрытая беседа президента России и лидера дудаевцев невозможна. У дипломатии есть определенные рамки. Нам надо встретиться. Что? Нам надо с вами поговорить. Подписать надо. Нет, это мы будем прорабатывать сейчас. Нет, надо подписать. Ну что это за тайные переговоры? Это не тайный В переговор. демократическом государстве вы выступаете тоже. Вы хотите выступать от лица чеченского народа. Я не хочу. Борис Николаевич представляет От кого вы хотите скрыть что? Что? Своим доверяете? Я ничего своих не хочу скрывать. Вопрос, который я был... Ничего. Поэтому, пожалуйста, любой можете говорить. Но тут не написано 1 на 1. Как написано? Нет. Нет. Тут не написано. Да, вначале написано. В Чечне готов встретиться, но не написано 1 на 1. Мы с вами встречаемся, но встречаемся с делегацией. Пока печатали документы, стороны без устали убеждали друг друга в своей правоте и гарантировали четкое выполнение договоренностей. Правда, в одном – Москва уступать ни при каких условиях не собирается. Мы подпишем, я вам гарантирую, что довольно ни одного выстрела. Хорошо. Тем более мы гарантируем, что Басаева мы не отпустим. Это вопрос другой. Это вопрос Не другой. будем его обсуждать. Но обсуждать его будем, наверное, в правовом аспекте. Ну, вряд ли, потому что вы с ним не сговоритесь. Сами, лично. Сговоримся. Вы с Я ним... уже сговорился. Да. С Басаевым вопрос Борис Николаевич, решится это, так, как это вам будет преподносится так. нормально. Поменяете мнение о нем. Но то, что он там отворил, меня что-то... Борис Николаевич, если мы вспомним, что натворили в Самашево или в других, Буденовске. вы в курсе, что сделали в Самашево, допустим? Буденовске. В курсе. Дважды расстрелянное село. Мы вам можем представить видеоматериал, потому что Как только документ подготовили, конфликт между бывшей и новой властями Чечни опять усиливается. Российская сторона, придавая вес и усиливая роль Завгаева, захотела поставить его подпись под соглашением. Дудаевцы воспротивились. И здесь добавим Лобов и Завгаев.
Постоянный представитель. Помощник представитель. Дальше документы есть. Я вам говорю тот вариант, который будет. Вы же помните, это реально. если вы не будете со своей стороны выполнять. Я говорю, такой частность наша. Нет, мы будем, уважаемый президент Арбиев, не упрощайте. Ну что вы будете? Вы зря берете на себя такие обязательства, которые вы от вас не зависит. От меня зависит та сторона. Нет, не зависит. Зря. у вас не все полковые командиры. Провокацию такую устроили. Договориться все-таки удалось. Вся российская делегация, включая Завгаева, завизировала документ. То же самое сделала оппозиция. Даку Завгаев не хотел подписывать никаких договоренностей с Яндарбиевым. Однако Центр приказал, и регион ответил «есть». При этом Завгаев неумеючи скрывал свое недовольство, стараясь спрятать обиду под дипломатической улыбкой. Только министр. Распишите потом. Да, расписывайте. 5 человек. Московское соглашение с юридической точки зрения оформлено максимально просто. В нем не называются стороны, не называются и должности, подписавшие документ. Написано «Черномырдин, Яндарбиев». Любые предложения чеченской делегации включить в соглашение слово «Ичкерия» сразу же отвергалось российской стороной. По словам министра по делам национальности Вячеслава Михайлова, стилистика имела принципиальное значение. Принципиальнейший вопрос, потому что, конечно, в этом документе, если написать было бы «Ичкерия», то фактически признавать существование республики, которой не существует. Написано «Чеченской республики», а Чеченская республика по Конституции входит в состав Российской Федерации. Переговоры завершились. Разговаривать тет-а-тет Ельцин и Яндарбиев не стали. На следующий день, оставив делегацию оппозиции консультироваться в Москве, Ельцин улетел в Грозный, словно давая понять, кто хозяин сегодняшнего положения. Можно только представить реакцию дудаевцев в первые минуты после известия о подобном шаге российского президента. Но идти на конфронтацию и со скандалом покидать столицу Яндарбиев не решился. Убедившись, что встретиться с московской прессой ей не позволят, делегация во вторник вечером вылетела обратно в Ингушетию. В Слепцовске поведение Ельцина глава чеченской стороны комментировать отказался. Комментировать действия президента такой огромной страны, который таким образом провел так называемую поездку, я бы не хотел. Во всяком случае, вы были проинформированы о том, что он собирается в Чечню? Нет, абсолютно. Кремль получил все, чего так желал. Дудаевцы получили максимум, что может позволить себе Кремль. Переговоры рабочих групп пока не начались. Начнутся ли они в новые сроки, неизвестно. Но ясно одно. Без них соглашение Черномырдин-Яндарбиев останется договоренностью только между двумя лицами, а не между воюющими сторонами. И даже строчка в подписанном документе о присутствии президента Ельцина вряд ли послужит авторитетом и остановит солдата или боевика, когда вновь раздастся выстрел. Андрей Черкасов, Сергей Ребров, Андрей Мелехов, НТВ. Итоги. Ельцин показал, что способен не только на лобовое столкновение, но и на византийскую хитрость. Оставив в Москве делегацию Яндарбиева, Ельцин полетел в Грозный, чтобы там объявить армию победительницей в Чеченской войне. Более того, президент России не побоялся взять на себя ответственность за политические ошибки, допущенные его правительством в ходе чеченского конфликта. Формально Ельцин просто-напросто выполнил свое обещание посетить Чечню. Однако главным адресатом визита Ельцина в Грозный были военные. Они его сигнал поддержки получили. Репортаж нашего специального корреспондента Аркадия Мамонтова. Утром 28 мая на военно-воздушной базе «Моздок» заканчивались последние приготовления к встрече президента России Бориса Ельцина. Все высшие руководители вооруженных сил ждали президентского самолета. Заблаговременно было выставлено оцепление из бойцов спецназа службы безопасности президента. Уточнялись последние детали маршрута. К 11 часам все были расставлены по местам. А в Москве перед самым вылетом из Внуково-2 Борису Ельцину доложили о том, что на него готовится серия покушений в Грозном. Тем не менее, точно по расписанию президентский борт поднялся в воздух. Когда президентский лайнер приземлился, министр обороны отдал рапорт верховному главнокомандующему. Как нам говорили люди из окружения Бориса Ельцина, для них было полной неожиданностью решения главы государства вылететь в Чечню сразу же после переговоров. До 8 часов утра понедельника никто не знал об этом. Поездка готовилась очень тщательно. Учитывались мельчайшие детали. Например, было решено, что президент полетит в гражданском костюме, как бы подчеркивая мирную миссию своего визита.
В самой Чечне для безопасного полета было выбрано 8 вертолетов, внешне ничем не отличающихся друг от друга. В каком именно полетит президент, угадать было невозможно. Одновременно в воздухе находилось 18 боевых и транспортных машин. Со скоростью 200 км в час в 10-15 метрах от земли они взяли курс на Чечню. Первая остановка – селение Правобережное. Оно находится в 40 километрах от Грозного. Здесь никогда не было боевых действий. Жители лояльно настроены к администрации Доку Завгаева. Вообще, для приема Бориса Ельцина было выбрано 3 населенных пункта. Когда вертолет с президентом был в воздухе, решили лететь в Правобережное. Жители узнали о визите за 20 минут до посадки президентского кортежа. Сразу же после встречи с местной администрацией верховный главнокомандующий подошел к солдатам 8-го специального отряда внутренних войск. Они уже с утра стояли на дороге, охраняя подходы к Правобережному. А Иванов чем награжден? Пока нет, Альфикон Николаевич. Почему? Будет представлен. Представьте. Есть. Есть, Борис Николаевич. Орденом мужества. Командование отряда здесь очень хорошее руководство. Ну, вот надо отмечать, чего скупитесь-то, понимаете. В такой обстановке служат, а вы скупитесь. Будем выставлять, Борис Николаевич, больше представлять. Хотя вы не жалеете, спасибо. В общем, имейте в виду, все, война закончилась. Мятежников вы разгромили. Уничтожили банды. Ну, так, по мелочам, конечно, они еще бегают, по мелким. Но вчера Индербеев в Москве при мне подписал все о прекращении всяческих военных действий. Но это требует от вас определенной дисциплины, так сказать, и сдержанности, имейте в виду. Видимо, лучше знающий обстановку в республике министр внутренних дел Анатолий Куликов рискнул поправить президента. Для внутренних войск еще война продолжается, поскольку... Нет, это мы не назовем уже войной. Это мы назовем, значит, ваше выполнение обязанностей, ваших служебных обязанностей, какие полагаются. Вы, да, в борьбе с преступностью. Это уже преступность. Вы выполняете в Москве, и в Новосибирске, и на Дальнем Востоке, и на Севере, и на Юге, здесь то же самое. Оставшись верным себе, Борис Ельцин сделал первый неожиданный ход в этой поездке. На броне БТРа им был подписан указ о сокращении срока службы до 1,5 лет у военнослужащих в горячих точках. Среди военных никто не ожидал такого поворота событий. Тем временем окружение президента с напряжением ждало момента общения с местными жителями. Хотя в большинстве своем они не воевали на стороне Дудаева, но отношение к главе российского государства даже в этом проверенном селе было неоднозначное. Но и здесь Борису Ельцину удалось расположить к себе чеченцев. Чем помочь вам надо? Вот от президента. Сейчас основное, чтобы рабочие места были. В свою очередь местные объяснили Борису Ельцину, кто они такие. Вашему селу. Вместо положенных по протоколу 40 минут общения Борис Ельцин 1,5 часа разговаривал с жителями, решая тут же хозяйственные вопросы селения Правобережное. Президент всякий раз подчеркивал, что принес мир и войны больше не будет, и ему, кажется, поверили. От Правобережного до аэропорта Северный всего 15 минут полетного времени. В расположении 205-й мотострелковой бригады все было готово к встрече. В своей речи, обращенной к армии, верховный главнокомандующий подчеркнул главное. Если бы не вы, то бандиты и террористы захватывали бы сейчас заложников в Ростове и Нижнем Новгороде и в других городах и областях России. Что же касается продолжения боевых действий, то Борис Ельцин заявил, что это возможно при одном условии. Те же, кто, несмотря на достигнутые договоренности, не прекратит. Это мелкие, я говорю, уже разные бандитские формирования. Не прекратит сопротивление и будет продолжать сеять смерть, должны быть уничтожены. Первый раз именно в Чечне, перед строем боевых частей, принимавших непосредственное участие в боях, Борис Ельцин сказал о реформировании армии. Нельзя против профессиональных наемников выставлять плохо обученных ребят. Не стоит тратить государственные средства на то, чтобы обучать азам военной науки миллионы вчерашних школьников. Не стоит тратить государственные средства и на содержание нескольких сотен дивизий, которые чистятся только на бумаге.
не скомплектованы. Всем давно ясно, что лучше иметь несколько десятков дивизий, которые полностью укомплектованы профессионалами, имеющими жизненный и военный опыт. Как нам говорили офицеры бригады, они в принципе ждали приезда президента и даже за несколько дней старательно украшали лагерь наглядной агитацией. Сделано было все с таким расчетом, чтобы взгляд, случайно брошенный на стенку, напоминал солдатам о предстоящих выборах. По всей видимости, Борису Ельцину удалось завоевать симпатии военнослужащих, несмотря на 1,5 года войны и тяжелые потери. Он был открыт и доброжелателен. После негласной тщательной проверки службы безопасности можно было запросто подойти и получить автограф. Речь президента в клубе бригады перед чеченской общественностью и офицерским составом была хорошо продумана и по-человечески понятна. Вот несколько фрагментов о войне. Выполняя эти задачи, не удалось избежать ошибок и серьезных просчетов иногда. Не снимаю вины из себя. Во всяком случае, не стану перекладывать политические просчеты на плечи российских военных. Армия не должна принимать политических решений, тем более нести ответственность за выполнение таких приказов. О будущем Чечни. В республике будет представлена самая максимальная самостоятельность. На власти Москвы останутся, конечно, армия, внешняя политика и ряд других вопросов, именно касающихся центра. В конце этой молниеносной поездки в Чечню президент, кажется, поверил, что здесь возможен мир. Не слышно ни одного выстрела. Это, конечно, самое главное, так сказать, радость для чеченцев, для наших военных, кто участвует здесь, для всей России. Действительно, в тот день, 28 мая, было всего 2 обстрела в Грозном, но уже 1 июня в сводках Чечни снова появились упоминания о жертвах и боях. Аркадий Мамонтов, Валерий Шибанов, телекомпания НТВ «Чечня». Сегодняшние сообщения из Чечни говорят о том, что мир в республике все еще не установлен, несмотря на то, что соглашение о прекращении огня формально действует вот уже 2-е сутки. О чем, кстати говоря, президент Ельцин предупредил российских солдат во время посещения Грозного. Как отмечает наше братское издание, журнал «Итоги», вот его очередной номер, он выходит в понедельник. Напомню, этот журнал издается совместно с американским Newsweek'ом. Так вот, «Итоги» пишут, что это естественно, потому что соглашения о прекращении огня нарушаются всегда, пока воюющие стороны не разведены достаточно далеко. По мнению журнала, при обоюдной готовности подозревать заговор и коварство, каждый случайный выстрел будет рассматриваться как коварство противника. И сейчас российское командование и штаб чеченских сепаратистов обвиняют друг друга в нарушении соглашения о перемирии, подписанного Виктором Черномырдиным и Зелимханом Яндарбиевым в минувший понедельник. Подробности о том, как прошел визит Ельцина в Чечню, вы можете, повторяю, прочитать в итогах, которые выйдут в свет завтра, а о том, как складывается на этот час обстановка в зоне конфликта, репортаж нашего специального корреспондента Александра Абраменко. Подписанному 27 мая в Москве соглашению о прекращении огня, боевых действий и мерах по урегулированию вооруженного конфликта в Чечне отнеслись по-разному. Сразу же появились и противники, и просто скептики, но больше было все же тех, для кого этот шаг стал надеждой на возможное окончание войны. В среду в селах, через которые Зелимхан Яндарбиев возвращался из Москвы в Чечню, его встречали как человека, принесшего весть о мире. Многие им явно гордились, поскольку именно с ним за стол переговоров сел сам российский президент, долгое время не желавший никак признавать сторонников чеченской независимости. Впрочем, уже на следующий день значимость состоявшихся переговоров в Грозном стали подвергать сомнению. Объединенный пресс-центр федеральных сил в Чечне распространил информацию о якобы возникших по этому поводу у Яндарбиева разногласиях с Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, которые обвинили преемника Дудаева в принятии решений, неодобряемых большинством лидеров оппозиции. Как выяснилось вскоре, противоречия, если и возникли, то они касались не стратегии вопроса, а скорее его тактики.
Начальник штаба вооруженных формирований сепаратистов заявил, что Москве можно будет окончательно доверять лишь в том случае, если она выполнит ряд их принципиальных требований до проведения в России президентских выборов. Достаточно скептически к инициативе Москвы и чеченской оппозиции отнеслись и российские военные в Чечне. В 205-й мотострелковой бригаде Министерства обороны, где во вторник побывал Борис Ельцин, нам довелось услышать разные мнения. Не дай бог возвратиться июнь 95-го года, когда вроде бы начались мирные переговоры, все стремились к миру, а этим моментом воспользовались сепаратисты и в течение 4-5 месяцев довооружили себя, призвали много наемников, обеспечили себя продовольствием, обеспечили боеприпасами и в октябре-ноябре начали свою новую кампанию. Подобными опасениями делились с нами и солдаты, и офицеры, за плечами которых уже полуторагодичный боевой опыт. По их словам, только политики способны начинать и заканчивать войны в одночасье. На самом же деле все гораздо сложнее. Ну, сейчас я считаю уже, вот, сколько здесь по информации, и так вот, уже это недолго, по-моему, война завязла. Может быть, она не будет так официально, скажем, но, так скажем, партизанская или как из подполья, они все равно будут еще, это очень долго еще, по-моему, длиться будет. Накануне вчерашнего дня, когда с 0 часов в силу должна была вступить официальная договоренность о прекращении огня, хрупкие надежды на мир начали рушиться. Федеральные войска в очередной раз блокировали райцентр Шали, потребовав от расположившихся там боевиков Аслана Масхадова сдачи оружия. В первый же день блокады в результате возникшей перестрелки в Шали погибли 2 человека. Российский военный и один из чеченских полевых командиров. Но основной пострадавшей стороной, как, впрочем, и в ходе всей войны, вновь стали мирные жители, давно уставшие от этого противостояния и неумения политиков договариваться. Хочется, конечно, чтобы они были эффективными, результативными, потому что весь народ на это надеется. Но подоплеку всего этого, вот, насколько они искренне задуманы и с той, и с другой стороны, насколько они искренне проводятся, здесь мне, как рядовому человеку, судить трудно. Вот как только будет результат, тогда я в это поверю. До тех пор, пока не будет результата, в какие-то протоколы о намерениях, лично я уже не верю. Сегодня в Чечне многим очевидно, что эффективные переговоры будут вряд ли возможны без серьезных компромиссов с обеих сторон. И пока не ясно, готовы ли к ним как российские, так и чеченские политики. И если да, то будут ли они касаться принципиальных вопросов. Пока же, к примеру, с трудом можно представить себе, что в ходе переговоров чеченская сторона может отказаться от своих главных лозунгов – идеи независимости и требований о выводе российских войск. Это представляется пока невозможным, поскольку исчезновение подобных лозунгов зеленого знамени сепаратистов может означать для них просто-напросто политическую смерть. Александр Абраменко, Сергей Смирнов, Александр Новиков, телекомпания НТВ из Чечни, специально для программы «Итоги». Весьма примечательное заявление по поводу развития ситуации в Чечне сделал вчера Интерфаксу пресс-секретарь президента Сергей Медведев. Настолько примечательное, что процитирую это сообщение агентства Интерфакс дословно. Так вот, по мнению Медведева, у президента есть основания полагать, что у тех, кто принимал участие в переговорах в Москве с чеченской стороны, нет реальных сил и возможностей сдержать слово, данное ими за столом переговоров. Очевидно, что контролировать все подразделения боевиков у Зелимхана Яндарбиева сейчас возможности нет, несмотря на его заверения, считает пресс-секретарь Ельцина. Те, кто стреляет в Чечне в спину, подчеркнул Медведев, очевидно, остаются за рамками договоренности. Это значит, что и у федеральных войск остается право адекватного ответа на подобные действия. Если перевести этот текст на понятный всем язык, то означает он примерно следующее. Яндарбиев боевиков не контролирует, подпись, которую он поставил под соглашением в Кремле, боевикам не указ, значит, будем воевать с ними, как и воевали. Но чье мнение отражает это заявление? Президента, лично Сергея Медведева или кого-то еще?